У нас принципы ювенальной юстиции не работают, Ирина Лавреховна. Как такового, в принципе, правосудия для детей нету, для несовершеннолетних. В семьях, где происходит беспредел и бесчинство родителей, в дальнейшем эти дети встают на тот же путь. Мы должны останавливать криминализацию, дальнейшую криминализацию личности этого подростка. Вот в этом проблема суть. Суть то, что в семьях происходит, мы на это глаза закрываем, мы выносим судебные приговоры, и на этом все забывается. Но ребенок, который видел, что его отец каждый день бьет мать, он тоже будет бить. Он тоже будет бить, понимаете? Поэтому принципы ювенальной юстиции надо вводить в нашу страну. Уже давно пора. С 2007 года этот вопрос муссируется, но в принципе он не работает. Этот закон не работает. Поэтому вот я бы хотел предложить вам, чтобы вы разработали законопроект или какую-нибудь систему контроля дальнейшего жизнедеятельности этого подростка, который участвовал в насилии или был в этой семье. Самат Джейшеналиевич, вы правильную тему подняли, тему профилактики, она вот и не только в таких случаях, и в системе здравоохранения. Здесь Алла Зимович как бы правильно говорит, что всего 1,5 месяца, но за 1,5 месяца я столкнулась с большим, как бы, со множеством факторов, начиная от бюрократии, заканчивая элементарными там отдельными вопросами менталитета, вот, которые я обозначила. У нас, если в семье муж избивал жену, жена потом, я извиняюсь, конечно, да, то она также прикрывает такие же случаи в отношении своей снохи со стороны сына. У нас из рода в род это вот, нельзя такие вещи на публику выносить. Вот эти вещи тоже, мне кажется, должны порицаться в обществе. Пока порицания в обществе не будет, что это ненормально. Это сколько бы мы милиционеров не привлекали, встречные заявления пишутся. Вот в Сузаке женщина, которую там же правительство, мы сделали все, что можно было. Там дело не только в том, что просто совещания проходили, на местах выезжали, пытались вытащить человека. В итоге часть проблем упирается в социально-экономическую ситуацию, финансовую зависимость женщин, детей, и они никуда не могут деться. Кризисные центры, они временные, но там месяц поживут, 2, но они же не могут всю жизнь жить. Мне кажется, вот мы сейчас об этом во время пандемии, наверное, нельзя на нее ссылаться, но дополнительно, вот как последствия пандемии, и как раз-таки об увеличении насилия говорится, что нужно все это в таком комплексном порядке. И со стороны общества, со стороны парламента я очень благодарна, что вы поднимаете эти вопросы, обостряете и где-то даже, может быть, не позволяете семьям закрыть эти вещи. Спасибо. Да, бір сұрау да, Ализа Қарапайковна, сіз негізде бұл өмірде бізде азыр тура ата-энелери тура емес шешім кылып Сирияга кетип калышкан да, мусулман бир туугандарыбыздын ата-энелери Сирияга кетип калышкан. Бирок ошол жерде Сирияда азыркы убакытта жүздөгөн бала бар экен да, жүздөгөн бала. Ал биздин жарандар ата-энеси тура эмес иш кылды, бирок ар бир жаран реабилитацияга укугу бар туурабы. Ошол сизге деген бир сунушту ошол балдарды да унутпай. Аякта деген жүздөгөн бала бар экен биздин арабский мирде, тиякта, Ближний Востокто. Биздин кыргыздын жарандары, ата-энеси менен чогуу кетип калган балдар. Ошол боюнча да жооп берсеңиздер. Рахмат. Бизде азыр эки жакта жумуш жүрүп атат. Бул Сирия мамлекетинде жана Ирак мамлекети боюнча. Бул маселелер өзү купуя сыр болуп эсептелет. Ирак мамлекетинде балдар боюнча иш толук кандуу даяр. Биз азыр могу пандемия учуруна келип эле баягы чакырып эле катын күтүп атабыз. Чакыруу келсе эле чыгып барып алып келебиз. Ал жердеги балдардын бүт чечимдери кабыл алынган, сотторго катышабыз, укуктарын жактайбыз. Ушу 18ге чейинки балдардын баарын алып келүүгө биз бүгүнкү күнү даярбыз. Келгенден кийин балдар кайсы жакка жайгашат, кандай реабилитациялык кызматтар жүргүзүлөт, анан үй бүлөсүндө азыр кимдер бар, ким камкорчу болуп алат, алардын баардыгы иштер аткарылган. А Сирия мамлекети боюнча азыркы учурда укук коргоо органдары иштерин жүргүзүп атат. Алар бүткөндөн кийин биздин министрлик ишин баштайт. Ошо балдарды ойлоп, ошо балдарды деген унутпаш керекпиз да, рахмат.